Сейчас на прямую связь с нашей студией США выходит Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики. Константин, здравствуйте. Добрый день. Как вы считаете, а есть ли у противников Трампа реальный механизм противодействия его указам? И будет ли он прислушиваться к своим критикам сейчас? В Америке политическая борьба, она продолжается все время. Вот Трампа избрали президентом, он будет выпускать указы, а там демократы-губернаторы штатов, демократы-мэры штатов, они будут там игнорировать эти указы или подавать в суд. Генеральные прокуроры штатов, многие из которых демократы, будут это оспаривать. Но то же самое, что делали республиканцы с Обамой. Можно вспомнить Франклина Делано Рузвельта, который был избран с гораздо большим перевесом, чем Трамп. И тоже принимал много решений, но практически все были либо отменены судами, либо потом заблокированы Конгрессом. А может давление демократов помешать ему смягчить свою позицию Дональду Трампу просто из-за того, что нехорошо уступать своим противникам? Но мне кажется, что в политике такого соображения вообще не бывает. Нехорошо уступать. В российской бывает. Что такое давление? Это что-то, чему ты вообще не можешь уступить. То есть, если они создадут такое давление, что у него не будет возможности чего-то не сделать, то ему придется подать назад. Но вот посмотрим, это же все быстро происходит. Вот, например, Барак Обама в прошлом году подписал указ о больших изменениях в иммиграционном применении законодательства, а один судья это заблокировал и до сих пор это не разблокировал. В сентябре прошлого года закон о санкциях против России принял Конгресс США. А может ли Дональд Трамп отменить этот закон своим указом, отменить его действия? Спрошу я опять у Константина Сонина. Константин, как вы считаете? Для этого не нужен профессор экономики. Нет, конечно, президент не может отменить указ. Но можно составить документ таким образом, чтобы обойти этот закон? Понятно, что не впрямую отменить. От президента, конечно, в очень большой степени зависит то, как закон исполняется. И если там есть возможность что-то не делать, и ему захочется это не делать, он не будет делать. Но тогда вопрос будет в том, насколько конгрессмены хотят, чтобы их требования выполнялись. У них есть большие возможности по влиянию на президента. Почему разговор о санкциях в отношении России произошел именно во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй? И вот именно в ходе этой пресс-конференции мы выяснили, что вроде и санкции отменять не собираются. Такое влияние может оказать Тереза Мэй на Дональда Трампа? Мне кажется, что эти санкции, это все-таки часть каких-то была международных усилий, и, соответственно, по всей видимости, они являются частью общего контекста сотрудничества между Евросоюзом, Великобританией, Америкой, и, соответственно, обсуждая общие проблемы, это обсуждалось как часть, и, видимо, эта часть остается. Кстати, сегодня вот Дональд Трамп час говорил с президентом Мексики, обсуждали строительство стены на границе между США и Мексикой. Болезненный вопрос, потому что Мексика отказывается оплачивать, а Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал, что Мексика оплатит строительство этой стены. И президенты договорились в публичном поле больше этот вопрос не поднимать. Такое впечатление... Я хочу спросить у вас, не создается ли у вас впечатление, что сейчас Дональд Трамп прислушивается ко всем сигналам, которые приходят из разных стран мира, и уравнивает свою позицию с позицией мирового сообщества? Мне кажется, что пока что те, скажем, мини-скандалы, в которые он влезал с тех пор, как стал президентом, они связаны в значительной степени с его неопытностью и неопытностью его команды. Потому что все-таки даже если бы он всерьез хочет, чтобы Мексика заплатила за строительство стены, вряд ли это было осмысленной политикой произносить это публично, обращаясь к мексиканскому президенту. Вряд ли какой-то мексиканский президент хоть когда-то, хоть теоретически сможет на это открыто согласиться. То есть пока что действия команды Трампа — это такая постоянная работа над собственными ошибками. И у меня последний вопрос. У вас есть прогноз о темах, которые будут подняты завтра в разговоре с Владимиром Путиным? Я думаю, что они будут говорить о том, о чем они обещали. Путин будет говорить о том, что его волнует, о санкциях. Трамп обещал говорить о ядерном разоружении. И он, и мне кажется, его команда, они пока что представляют себе международную политику как некий такой
аналог сделок между двумя бизнесменами, что там я тебе что-то, ты мне что-то. Вот это будет в таком ключе. Ядерное разоружение в обмен на отмену санкций. А вот вы следите за первыми шагами Дональда Трампа. Насколько, на ваш взгляд, Константин, и что говорят об этом в Америке, привычка быть бизнесменом влияет на Трампа президента? Это, конечно, очень интересный эксперимент, чтобы действительно человек без опыта государственного управления стал президентом. Не знаю, Трамп был и бизнесменом очень, очень необычным. Могу сказать, что все-таки большинство бизнесменов вовсе не столько произносят угроз в каждой своей речи и не так агрессивно себя ведут. В общем, очень часто ключ к успеху в бизнесе – это умение найти взаимовыгодное сотрудничество, а пока что Трамп в основном проклинает и угрожает. Когда говорят об отношениях между США и Россией, иногда забывают, что Дональд Трамп куда больше внимания уделил во время своей предвыборной кампании отношениям между США и Китаем. Настолько много, что могло показаться, что это главное противостояние в экономическом смысле, а может и в политическом. Между этими двумя странами будет происходить. Россия в этой истории может чем-то помочь Дональду Трампу, как вам кажется? Мне кажется, что когда обсуждают Дональда Трампа, особенно в России, то очень часто упускают главную вещь его программы, вот то, что поддержали американские избиратели. Он собирается уделять мало внимания международной политике. Его основная идея – это то, что самое главное – это то, что у нас в Америке. Весь остальной мир для нас не важен. Нас все обижают, мы от мира должны закрываться, мы должны больше инвестировать в вооружение, но нет вопросов международной политики, которые для Трампа важны. Они все не важны. Спасибо большое, Константин Сонин, на связи со студией «Настоящего времени» прямо из США.